Казанский федеральный университет продолжает уникальный формат образовательных интенсивов, который позволяет стать студентом на одну ночь и узнать жизнь КФУ изнутри. Чем порадует посетителей мероприятия «Пронаука» в КФУ, сегодня узнаем у Лейлы Мухтаровой, директора департамента пиар и рекламы Казанского федерального университета. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Лейла Маратовна, университет к своему 214-му дню рождения, мы знаем, подготовился основательно. А как университет будет праздновать свой день рождения? Да, действительно, 18 ноября Казанский федеральный университет отмечает свой день рождения. Поздравляем! Спасибо. В следующем году я бы хотела сразу анонсировать большое мероприятие, это юбилей, 215 лет, и мы уже начали свою подготовку. Что касается нынешнего дня рождения, конечно, наша молодежь, студенты, наши преподаватели наметили план мероприятий празднования. Это проходит ежегодно, и в качестве апогея сегодня у нас состоится «Пронаука». Это 10-я, в этот раз юбилейная серия научно-популярного мероприятия проекта «Пронаука. Ночь науки» в Казанском федеральном университете. И мы проводим его во втором здании по улице Кремлевская, 35. И мы всех жителей, гостей нашего города ждем сегодня в 5 часов. Да, это уже вот 10-я «Пронаука», как вы сказали, юбилейный, да? А какие результаты для вас стали наиболее значимыми вот за все время проведения вот этих мероприятий? Вы знаете, конечно же, было, во-первых, 10 абсолютно разных по своей тематике и наполненности мероприятий. Порядка 11 тысяч человек нас посетило, и я считаю, что это большой результат. Великолепно. Да, университет открывает свои двери для, как я уже сказала, жителей, гостей, для наших будущих абитуриентов. Нам важно, чтобы наши будущие студенты видели, чем живет университет сейчас, чем он может их порадовать и заинтересовать. Конечно же, мы рады тому, что преподаватели и учителя среднеобразовательных школ очень активно интересуются этим мероприятием, собирают ребят, группы ребят, приходят, и происходит такая, знаете, очень такое близкое знакомство с учеными, да, то есть вы наравне можете задать любые вопросы, пообщаться, заинтересоваться, и это, конечно, дополнительный стимул для учителей, в том числе, так же, как и для ребят. Конечно, это прямое знакомство с одним из лучших университетов Поволжья. Естественно, изнутри все увидите и узнать. А вот чем порадуете жителей и гостей города на этот раз? Да, на этот раз у нас такая загадочная пронаука. Она, да, может быть, уже вчера вечером на здании многие увидели букву X. Она подсвечивалась всю ночь. Да, мы, во-первых, обозначили, что это 10-я юбилейная пронаука, а во-вторых, мы посвятили этот проект развенчиванию мифов, загадок, все то, что интересно разгадывать, да, и задавать вопросы и получать на эти вопросы ответы. Мы поговорим, наши ученые поговорят о том, о фантастических животных, о том, что ожидают в будущем, в принципе, тему электроники, о том, как функционирует человеческий мозг. И я бы в качестве примера хотела привести нашего известного в Казани популяризатора науки Аркадия Курамшина, это доцент химического института имени Бутлерова, который расскажет о мифах здорового питания, да, здоровом образе жизни. Очень важная тема. Да. Развеет мифы, Развеет да? мифы, да. И также интересная тема, ее представит Александр Граница, врач-психотерапевт, который работает в Институте фундаментальной медицины и биологии. И также я бы хотела обратить внимание, что он достаточно активно, да, публично и на доступном языке рассказывает о сложных темах. В этот раз он поговорит о том, что, оказывается, не все болезни, и, в принципе, стереотип о том, что болезни от нервов, оказывается не совсем верной. То есть Вот тоже в какой-то мере миф, да, значит, интересно. Да. Очень интересно ожидается ночь. Ну что ж, еще раз мы вас поздравляем с таким прекрасным событием, да, готовимся к юбилею вместе с вами, можно сказать. Я думаю, что на следующий год обязательно вновь пригласим вас в нашу студию, а Спасибо. так, я думаю, Будем пусть очень рады. все пройдет на высшем уровне. Да, всем доброго утра, хорошего дня.